Всем привет! Мы на подкасте «Алматы, я люблю тебя». Хотел бы представить наших участников нашего подкаста. У них много статусов есть, но сегодня они в статусе режиссеров. Это 3 замечательных режиссера: Алдияр Байракимов, Айгуль Аксамбиева и Ален Ниязбеков. Добро пожаловать на наш подкаст. Ребят, я рад вас видеть, потому что фильм достаточно давно мы сняли, и он где-то отстоялся, где-то уже немножко, может быть, глаза нам замылил, но в целом, я думаю, тот результат, которого мы хотели достигнуть, так или иначе мы достигли. Поэтому, Алдияр, начнем с тебя. Только я задумал. Чтоб ты не думал. Чтоб ты не думал. Что для тебя Алмата? Ну, Алмата — это мой родной город, я здесь родился, здесь родились мои родители. Даже в школу, в которую я ходил, ходили мои родители, то есть, моя мама. Это вот что-то уже, часть такой души. Получается хорошо путешествовать, да, по кинофестивалям и так далее. Но потом, когда возвращаешься в Алмату, всегда все-таки это вот твое родное. Поэтому для меня это моя душа. Для меня тоже Алмата — это все, потому что здесь все родные, родственники, близкие, друзья, все воспоминания, вот эти вот то, чем запомнились такие важные вещи, как счастье, как самореализация, какие-то первые успехи. Все равно это все так или иначе у меня связано с Алматой. Были у меня там какие-то поездки по учебе, там, по работе на достаточно долгий срок, и каждый раз я, не задумываясь, говорила: я вернусь домой. То есть когда даже стоял вопрос, может остаться где-то, нет, я домой, я в Алматушечку хочу. Поэтому Алмата для меня, да, это место моей силы. Для меня Алмата, я сюда переехал в 98 году. Да, для меня Алмата, я не знаю, вот когда я произношу Алмата, у меня ассоциируется как будто 60-е годы, такой стиль пинап, такое все очень винтажное, очень такое стильное, романтизация вот это. И прям Алмата — это как будто душа Казахстана, вот такое сборище культурной информации, культурной энергии. Меня часто так улыбает, когда со стороны приезжают люди в Алмату и такие: кто все эти люди в обед ходящие, сидящие в кафе, почему они не работают? Да. В общем, для меня Алмата — это город возможностей, город мечт, город культуры. В этом городе, мне кажется, каждый может найти себя настоящего. Тимурбек, а вам? Что такое Алмата? Для меня Алмата, я так скажу, первый раз я был в 92-м году, будучи ребенком еще. И Алмата для меня — это прежде всего Медеу, это цирк, это Арбат. Это вот 3 локации, которые на ребенка произвели неизгладимые впечатления, потому что ни в одном другом городе Казахстана ты не увидишь. Тогда это ту Алмату, сейчас это, наверное, уже немного другая Алмата, но все-таки в ней есть какой-то шарм, какая-то прелесть. Любой казахстанец, как Ален правильно заметил, не может представить Казахстан без Алматы, потому что это там душа нашей страны, наверное. Так я ее ощущаю, так я ее воспринимаю. Основная — это работа, а Алмата — это душа. Душа, да. Мем от Оскара Вилсона. Да. Это душа. Почему вы согласились поработать на «Альманахе»? Потому что я знаю, что режиссеры все-таки это такие творческие единицы, которые любят быть главными на площадке. Но здесь получилось так, что 3 режиссера, приходится вам было делить, так скажем, экранное время. В принципе, вообще, да, спокойно. Не было такого, что я снимаю это. Не знаю. Я говорил: Тимурбек, не может быть. Что за дела? Да. На самом деле все так как-то легко прошло. Для меня это тоже, да, первый опыт. В студенчестве очень много короткометражек я снимал. И здесь, когда про твой любимый город предлагают снять альманах. То есть у меня, в принципе, не было таких каких-то сомнений. Тем более сценарии были неплохие. В них было что-то такое, что цепляло. Бывает, что материал вообще не цепляет, и ты как бы: ладно, там, кто там, зато, с ребятами поработаем. А тут все сложилось очень круто. Идея, классные режиссеры вместе. Тимурбек всех так объединил. Волнительно мне, к примеру, увидеть реакцию зрителей, потому что альманах — это такое достаточно редкое, да, явление вообще в казахстанском кино. И, в принципе, даже в мировом кинематографе не так часто выходят альманахи. И каждый раз реакция на них разная. Сегодня я посмотрел трейлер еще раз, я такой: что-то прикольно, наснимали. Трейлер хорошо собрали, да. Так что нет, проблем не было у меня. Во-первых, у меня тотальное доверие к Black and White Production.
потому что это профессионалы, это друзья для меня, Тим, вы как бы Думан, Сергей. Я знаю, что я буду услышана, я знаю, что мои капризы вынесете, вытерпите, что вы меня поймете, там, где я, если мы же сопереживаем процессу, и не всегда мы готовы соглашаться. Чаще всего, да, режиссер, наоборот, это такой человек, который сопротивляется, либо подвергает критике, потому что итоговая вся критика и все сопротивление в итоге потом на нас все равно обрушается. Вот, и я знаю, что вы всегда поймете. Поэтому для меня важно, вот, как бы, что Black and White как партнеры, ну и классные, крутые режиссеры, как люди, которые создадут вот, как бы, всю остальную цепочку классных историй. Поэтому у меня было тотальное доверие, все. Вот, работаем. Для меня «Альманах» вообще это прям такая возможность отдать дань уважения городу Алматы. Грубо говоря, когда ты снимаешь коммерческое кино, комедия, ну, ты развлекаешь народ, даешь им какое-то время развеяться, да, отвлечься от насущной жизни. А «Альманах» — это такое, по-моему, прям культурное наследие в любом случае. Как бы сколько времени бы ни прошло, этот фильм будет. И он будет ассоциироваться с городом. Еще очень сильно меня подкупило то, что у меня вот 11 фильмов полных метров, все комедии. Где-то там есть рядом фантастика, где-то в боевик, где-то в динамику, в экшен, но ни одной драмы нету. А я вот с клипов, я там снимал часто такие сопливые клипы, там драма, волосы назад, дождь идет, и она бежит. И вот здесь у меня как раз таки появилась возможность снять драматическую короткометражку еще. Вот у меня так получилось, что я снимал клипы, рекламу, и тут бах, и полный метр, и ни одного короткого метра у меня не было. И мне вот Тима дал хорошую возможность, спасибо тебе, попробовать проявиться, снять челлендж тоже, на самом деле, быстро это все уместить. Ну и как очень приятный бонус был это то, что такие коллеги, мы такой единой силой все консолидировали энергию и направили ее в конечный результат. Твои любимые жанры в кино? Я очень люблю динамичные фильмы, гайрические фильмы мне очень нравятся. Это вот такой криминальный экшен, наверное, да? Авантюрный. Вот, мне нравятся авантюрные фильмы. У нас сейчас даже ты пытаешься классифицировать, как будто кино эволюционировало, и нельзя уже сказать, что это драма, это там комедия. Бывает драма-комедия, да, ужастик-комедия. Ну, типа, вроде жанры противоборствующие друг с другом. И в целом для меня очень нравятся такие, как «Бойцовский клуб», где психологические триллеры и динамичные авантюрные экшн-фильмы. Вот это мое, то, что мне нравится. Я пока не дошел до съемки того, что мне нравится, но я думаю, я потихонечку к этому иду. Недавно взял проектор небольшой домой и начали смотреть там разные фильмы. Понял, что нет любимого жанра, есть по настроению. То есть вот сейчас заходит раз в настроение, хочется комедию посмотреть. Последние вот там несколько дней мы там триллеры смотрим. И прям с удовольствием смотришь. Потом раз фестивальный вечер. То есть абсолютно нет какого-то жанра любимого, но, например, любимый фильм у меня все равно там, этот «Нокдаун» с Расселом Кроу, короче, он такой спортивная драма биографическая, то есть биографии люблю смотреть. В общем, кинематограф чем хорош, ты можешь найти историю, которая откликается у тебя в сердце именно в данный момент времени. Вот у меня в голове несколько триллеров сейчас лежат. И я подумал, прикольно было бы что-то такое сделать. Но пока что вот у меня складывается такое, мне даже один кинокритик сказал, у тебя доброе кино, короче, жанр добрых фильмов, в которых вот ты там смотришь, ты вдохновляешься, там, и получаешь какое-то удовольствие. Пока вот как-то вот так вот выходит. Все, вот что бы я ни снял, кротыши даже. Может, ты сам просто добрый человек? Ух ты! Ну, да, ну, возможно. Он свою темную сторону не принимает еще. Да, выпустите ее. Триллер дайте снять. Ну, то есть я бы хотел поэкспериментировать и сделать что-то другое. Да. Но не отказываюсь. В принципе, доброго кино мало, на самом деле. Вот именно сейчас в наше время блокбастеров, экшена. То есть, помните, да, вот старые американские фильмы ты смотришь, да, это даже комедия какая-то, но она
блин, вот, ну, да несет столько вот в тебе доброты какой-то, теплоты, да, там вот как это с Николасом Кейджем, к примеру, когда он попадает в альтернативную реальность. Семьянин, да. А он же обалденный фильм же, да? А почему таких сейчас нет? Я иногда задумываюсь. И хочется вот такое что-то, чтобы, да, ты посмеялся, да, сопереживал, но в конце получил вот это какое-то, ну да, ценности какие-то, да, открыл. Вот такое хочется, да, снимать. Вообще Алдиар 100% правильно сейчас сказал, что вот как потребитель, как зритель, да, это все очень зависит от настроения. Я очень люблю байопики. Но бывает вот день, когда просто не волнует меня чужая жизнь. Я хочу сейчас просто погрузиться в какой-нибудь аватар, улететь с этой планеты и посмотреть что-нибудь другое, да, там. Или там погрузиться в какую-нибудь историю игры разума. Хотя это тоже байопик, но мне очень нравятся вот эти вот психологические игры, вот когда там вот эти вот остров, вся вот эта вот история, когда ты создаешь, когда ты, как режиссер, можешь создать совершенно такой персонаж без правил вообще, без там какого-то шаблонного психологического портрета. Ты просто берешь и говоришь, а сейчас он поступит вот так, или пофигу, да? Это же круто. Я не могу сказать, что вот есть типа вот жанр, в котором я так мечтаю что-то снять. Я, например, я знаю, что я точно не смогу снять. Например, я не смогу снять какой-нибудь боевик, какой-нибудь мордобой. Я девочка, мне нужно сделать что-нибудь Барби, что-то психологическое, драматическое. Комедии очень много, конечно. Комедию всегда приятно снимать. Это ты даже с площадки приходишь в хорошем настроении, потому что ты хохочешь, смеешься вместе с импровизацией актеров. Это просто очень постоянная борьба с одним чувством засмеяться во весь голос во время мотора. Поэтому все жанры прекрасны, но мне не дадутся ни триллеры, ни боевики. Ребята, забирайте. Договорились. Да-да-да. Забираем. Как вы считаете, Лен, давай с тебя. Ты считаешь, что нужно идти за трендами и повесткой, которая сейчас актуальна, или создавать какую-то новую повестку и поднимать какие-то новые темы в кино? Может, мой путь будет разниться с моими словами, но я считаю, что надо давать людям новое, давать людям свое видение, как ты считаешь. Грубо говоря, это как инновации, да, в технологиях. Человек не знает, что он хочет на самом деле. В целом, и как Стив бы... Джобс говорил. Да. И вот в наших как раз руках мы же вот все такие нестандартные, мыслим, видим что-то такое за гранью чего-то такого общего видения. И вот как раз в наших руках увидеть это и донести зрителю через новые жанры, через новые смыслы, через новые какие-то стили. И, по-моему, надо экспериментировать и создавать вот это вот выбор, который будет. Грубо говоря, мы все любим манты, но если ты предложишь что-то повкуснее и поинтереснее, человек с радостью поест. Например, у Ромада. Да, те же манты, но очень вкусно. Вот поэтому я считаю, нужно делать и давать рынку как можно больше нового. По паралимпийцу, если, да, то есть вообще нестандартная история для Казахстана, причем лежала на поверхности идея. Поэтому, мне кажется, как раз-таки находить что-то, что связано с твоим народом, да, с твоей историей, с твоей культурой, из реальных историй наших людей. Из этого можно создавать хорошие фильмы. Ну, то есть у меня прям есть вкладка сохраненных, короче, истории людей называется. И там какая-то новость выходит, и ты такой, вау, ну вот потенциальная история, да, для фильма. Вот это потенциальная история. Да, ну и вот так вот у меня и просто я в Паралимпийц тоже туда в сохраненных был, короче. И потом я смотрю, блин, ну вот же лежит история. Можно делать другое кино в Казахстане. Просто это сложно. Ты будешь проходить через... Просто не у кого даже будет учиться. Даже вот у нас лыжные гонки, невозможно было посмотреть, кто это снимал, короче. Таких фильмов не было. Особенно в Кокчетаве. Да, особенно в Кокчетаве. Азан Жанабеков, бедный, придумывал, как это снять. Ну, то есть, и если вы выбираете путь нового, то готовьтесь к тому, что будет очень много вопросов, очень много челленджей, но пройдя их, вы точно прокачаетесь прям и морально, и профессионально.
Поэтому я думаю, что сейчас назревает какое-то изменение действительно в казахстанском кинематографе. С каждым годом выходит что-то нестандартное для нашего рынка. И это очень радует, и я прям жду не дождусь, когда просто в любой уикенд ты просто заглянешь и не сможешь даже выбрать, куда пойти, потому что все интересно. Сказать, что вот нужно идти и просто все ломать, и вот там, против ветра, нет. Мне кажется, в любом случае тренды и тенденции, новые форматы и жанры — это естественный процесс рынка. Рынок сейчас наелся комедий, и начинает наш зритель уже искушен в этом, он уже в месяц третий раз на комедию не пойдет, он будет искать новый формат, новый жанр. Поэтому это будет естественный процесс, когда и рынок начнет предоставлять, и у зрителя начнет, то есть будут открываться потребности. Главное, чтобы рынок оставался свободным. Главное, чтобы туда не заходила идеология, ограничения, чтобы перестали указывать там. Знаешь, Госнинформ такая политика, чтобы не зашла в кино. Кино должно остаться искусством свободным. Тогда все жанры войдут, нужно время. Что такое история там нашего казахстанского кино коммерческого? С какого года началась? Наверное, с «Рэкетира», нет? Нет, я думаю, что волна. такая... Скилинки-собинки, наверное, да? Да, такая вот волна-волна, лет 10, наверное, нам всего лишь. То есть прошлый год закрыли 8-7, там сколько фильмов. Это же очень круто. Но главное, чтобы не заходила Госнинформполитика. Тогда все жанры придут, и мы еще будем сидеть и выбирать. Ужастик или триллер. Не знаю. Да, не знаю. Мне байопик, да. На Алена или на Алдиара пойти? Да. Аминь. Вот я сейчас тоже, например, смотрю вот комментарии, у меня такая возникла мысль, вот пишут там, вот чему учит этот фильм, там вот это все, вот на каждый фильм на какой-то смелый жанр всегда критика вот вылезает. Я так подумал, на самом деле кино — это же видение одного человека в целом, ну вот режиссера или продюсера, там, сценариста, и если так посудить, почему кино обязательно должно чему-то учить? Не всегда же, в принципе. Вот, и вот у людей такое прям обязательно есть какое-то убеждение, что если кино, оно должно быть прям не прикопаться, все должно быть четко, никого не задевать, ну тогда нету и конфликта, вот придет нету вот триггера. Госнинформполитика, начнутся такие фильмы, к которым не прикопаться, нечего зацепить, и в итоге никто и не придет туда. Вот. Это вот наш страшный бой, который нужно остерегаться. Издержки, да. Учить кино не должно. То есть искусство, оно уже должно отражать реальность. Общество, как если брать как единиц личности, который просто идет и не понимает, куда оно идет. А художник, который приносит зеркало и отражает. То есть художник что накопил, отразил у себя в полотне, там, я не знаю, в любом из форматов. А это общество просто раз заглянуло в это зеркало, и кто-то ужаснулся, кто-то понял, кто-то пошел дальше, кто-то кайфанул. А кто-то противится и кто-то спорит, начинает говорить, меня нету в этом зеркале, это да, вы сейчас это врете, не я, это не я. Ага. На самом деле все равно все мы берем весь свой опыт, все, что мы в итоге отражаем, это все из общества. Но опять же, это же большая ответственность кино, на самом деле. Просто... Ты в массы вещаешь. Да, то есть самое сильное, что может повлиять на человека, который даже не поймет, что на него повлияла именно эта картина. Поэтому, да, возможно, фильмы не должны учить, но ты должен быть ответственным, если ты выпускаешь в широкий прокат, в интернет какую-то картину. Потому что сейчас вот мы готовимся к проекту, фильм про лудоманию. К нам на кастинг приходит очень много актеров, которые проходили реабилитацию. Один из актеров, он сейчас работает теперь консультантом для людей, которые в зависимости. И он спрашивает у одной девочки, которой 14 лет, почему ты начала употреблять? Она говорит, я посмотрела один, не буду говорить, очень известный сериал про наркотики казахстанский, и после этого начала употреблять. Ну, да. То есть, хотя задача сериала была наоборот, да, чтобы люди перестали, да, это делать, но, может быть, слишком какие-то моменты были романтизированы, и слишком схема была понятная, как достать, через что, как это все делается. Поэтому мы должны отвечать за то, что мы делаем. И да, отражение отражением, но внутри все неоднозначно, быть... Да, то есть просто ты можешь повлиять на судьбы людей. Ты будешь даже не знать об этом, пить кофе. К интересной теме подошли по поводу внутренних противоречий в самих режиссерах. И вот насколько тот материал, с которым вы работаете, важно режиссеру пропускать через себя? Или все-таки это делать немножко отстраненно? Вы сейчас понимаете, о чем я говорю?
Когда к паралимпийцу готовились, у нас был большой ресерч, мы встречались с паралимпийцами, с людьми с инвалидностью, на кастинг к нам приходили, они рассказывали свои истории. Благодаря вот этому, тому, что мы соприкоснулись с этим, не просто вот так вот, написано, взяли, сняли, а то, что мы с ними там на базах жили, мы смотрели, как они общаются и так далее. У меня такое есть теория, если в жизни такое происходит, то значит, на экране это тоже правда, как бы. Ну, то есть эта история, если она реально там была, или так эта шутка прозвучала в жизни, значит на экране, честно. А как с фантастикой быть? С фантастикой? А как ее пропустить через себя? Какие препараты употребить надо? Там нет правил просто. Да, на самом деле, мне кажется, нужно пропускать через себя. У меня еще такого опыта не было, что прям уйти в депрессию. То есть я, наоборот, к примеру, пока что вот с чем я сталкивался, это меня, наоборот, вдохновляло, воодушевляло. Вот так, чтобы уйти прям на дно вместе. То есть, да, вместе с героем. Но у меня, кстати, была идея, то есть у нас же там реабилитацию показывают. Немножко поиграть. Не, ну в плане, вот сейчас я говорю про зависимости снимать Хотел будем. потребить? Нет, я думал, чтобы вы понимали, оказывается, нельзя в рехаб прийти просто, типа, и там с ними там пообщаться, потому что, ну, это закрытое общество, там все анонимно, как бы. И была мысль, а если отыграть, только прийти и 2 недели пожить, и потом у меня другой сюжет фильма, режиссер не может выбраться, короче. Я на самом деле режиссер, конечно. То есть вот такая вот, мне кажется, стоит прикасаться, и это даст честности потом в производстве. Ну, это мое мнение. Мне кажется, невозможно не заходить туда. Но по моему опыту, там я снимала и про слабослышащих, глухонемых и разных других, вообще в любой ситуации, когда у тебя перед тобой возникает герой. Мой опыт, я начинаю заходить в это состояние, в это настроение, но я туда захожу с изучением, поэтому, мне кажется, я легко оттуда выхожу. То есть я туда не захожу, типа, я погружу, я становлюсь этим человеком, нет. То есть, например, со слабослышащими я там неделю до этого ходила и старалась не слышать. Типа, и смотрела, как поведет себя физика моя. Какое-то время я просто ходила в наушниках. Вот как это, каково это? Просто вот, когда закрываешь уши, ты слабо слышишь. И это дало мне такой хороший фундамент, что нужно каждый раз отрываться. Какие-то сериалы снимала, я то есть погружалась. Мне очень было интересно сделать драму. Мне попался очень стандартный сценарий, очень стандартный пакет весь. Я сижу, думаю, что бы сделать, как бы нахулиганить. Я села смотреть бразильский сериал, совершенно какой-то супер хит «Мыло», там, 90-х годов. Я то есть погрузилась в их состояние, в их вот эту веселость, эмоциональность. И я постоянно требовала с актеров. Я говорю, не проси просто чай, скажи, дай мне чай. Вот так вот, ты сейчас злая же, вот как злая скажи. Они как бы долго не понимали меня. Через неделю мы все зашли в этот ритм, и это было достаточно такая популярная, такой очень был высокорейтинговый сериал. Поэтому погружаться обязательно. В этом есть кайф режиссуры, в этом есть удовольствие. Уйти в депрессию, мне кажется, это только если этот герой соприкоснется с твоей болью, ты можешь туда вылететь в это окно. Да. А если этой боли у тебя нет, этой травмы у тебя нет, спокойно просто находишься внутри этого героя, изучаешь его, спокойно выходишь, возвращаешься к себе. Бизнес по-казахски в Бразилии, оказывается, Айгуль первый сняла. Бизнес по-казахски, по-бразильски, да? Да. Я супер сильный эмпат в целом. И у меня вот получается как-то чужую, грубо говоря, как говорят, шкуру влезть и примерно понять, что он может испытывать. К примеру, про вот погружение. Это как, например, если снимаешь историю про маму, и есть по жизненному опыту какая-то ситуация, что там ты мать потерял, и ты когда снимаешь эту историю где-то соприкосновенную, ты уже туда вкладываешь намного больше. Вот это вот есть, и как бы тем самым ты более в материале, ты прям понимаешь, через какую боль этот человек, персонаж проходит в твоем фильме. Очень важно, я вот соглашусь с моими коллегами, вот именно соприкасаться и ассоциировать именно то, что вот персонаж проходит, ты это чувствуешь, и ты еще благодаря тому, что ты вот это все прочувствовал, ты позволяешь это зрителю прочувствовать. Если ты сам как бы никогда не пил кофе, и ты его пытаешься как-то объяснить,
ты не сможешь его четко донести до зрителя. Не распробовав. Да. И вот это примерно то же самое, я считаю. Ребят, кем вы вдохновляетесь? Назовите топ-3 ваших режиссеров в мире. Не люблю этот вопрос. Сразу такая, нет. Вот этот любимые фильмы, любимые режиссеры, у меня все ступор, короче. У меня Гай Ричи, Дэвид Финчер и Эдгар Райт мне нравится. Я максимально коммерческий. Такая попса. Ты прекрасен. Зато честно. Попилар, да. Абсолютно. У меня тоже всегда ступор, потому что нету, то есть нет в моем понимании какого-то идолопоклонничества. Ну, то есть их настолько много классных режиссеров. Ну как вот что-то. Кого можешь выделить? Давай так, не будем. Можно я ничего не буду выделять? Я знаешь, что хочу сказать? Вот Юра Быков, да, с которым ты меня познакомил, и мы вот с ним беседовали. Я говорю: Юр, ну вот как вот вы получаете удовольствие от съемок? Он говорит: нет, адский ад вообще, ужасно это все. Я говорю: да, ну естественно. Я говорю: ну а как вот, почему вы снимаете? Он говорит: ну чем-то надо зарабатывать. Я говорю: а что вы хотите сказать там, я не знаю, может своими картинами, может у вас есть какая-то супер идея, которую вы хотите сказать, вот вы ее там доносите, вот как любят же пафосно доносить вот своей миссии. Вообще нет, я так настолько с ним в этом отношении согласна, что я не строю себе каких-то больших планов или больших там идолов. Я очень простой организм, который вот решает вопросы здесь и сейчас. Есть такая возможность. Но туда, в эту возможность, я стараюсь вложить все, что я могу. Все, что, все свои возможности, все свои идеи там. Все туда нужно пользоваться этим моментом. А так создать для себя там какой-то суперпуть, не дай бог отклониться. Айгуль, кажется, в будущем хорошим депутатом будет. Классно уйти от одного ответа на другой вопрос вообще. И все такие: да. Да, а потом подожди. Подождите, что-то было не так. Ну, чтобы вы понимали, я по второму образованию я политолог, поэтому мне очень легко лавировать. Да, и На вылавировать. пресс-конференции сложные вопросы ей отдаю. Супероружие наше. Кого бы из актеров могли выделить? Давайте так скажем. В казахстанском кинематографе вы со многими работали. Ален, давай с тебя, потому что ты больше всех, наверное, работал. Первые 3 в голову пришли. Берик Айджанов, Рустем Жанаманов и Абдулга Ахмалда. Вот, вообще, мне очень нравится с ними работать. Топчики, прям такая экспрессия. Ты прям такой, раз он как дал, ты такой: уф, давай, еще хочу. И еще хочу. И дубль за дублем, просто кайфуешь. И пересмена такая. Да. И Тимирбек такой: успокойтесь, продюсеры. Да. Заберите камеру. Ну, кстати, забегая вперед по альманаху, самое малое количество дублей — это вот У Алены. да, у Алены. Меньше только у Шарипы Уразбаевой. Она снимает максимум 3 дубля. А у меня мало было дублей? Да. Ну, нет, были моменты, когда ты дублировал, ну, в смысле, Да. хорошо, топил. Но я в целом говорю. Круто. Я думал, что у меня за меня мало ходят среди, с кем я работаю, что я много Да. дублей делаю, а тут... Ну, ты просто... Ты Я просто... Вот, да. старался. Вот. Меня не с теми сравнивать, оказывается. Ну что, ты вдохновляешься Финчером, да? У него же много дублей? Или у Линча? У Финчера, да. Финчер да, по там он 50 прям, дублей, да? мгм. А, нет, наоборот, меньше у тебя дублей. Финчер Подожди, сказал- Что, у нас много дублей? Я запуталась с вами. Финчер сказал, говорит, я снимаю авторское кино на больших студиях. Я, например, мне бы очень хотелось снять где-нибудь Бекжана Туруса, Назгулю Карабалину. Тех, кто вот еще не очень большие мастера, но не много заявлены на экранах. Потом, мне кажется, Олжас Абай очень все еще открывающийся такой Оча? крутой, да, очень, О, он вообще. очень классный, да, очень классный. Такая у него харизма. Джим Керри. Джим Керри, да, Джим Керри. По-казахски. Да, он, блин, монстр. Он настолько вживается в роль, что каждый дубль разный. И ты не смонтируешь. Ты сейчас, кажется, ему антирекламу сделал. Я бешеный. На самом деле, вот реально у нас очень много сейчас крутых актеров. Вот просто кастинг приходит, и ты понимаешь, что если вот этого актера возьмешь, у тебя вообще фильм в другую сторону пойдет, а это в другую сторону. Потому что они все делают круто,
И настолько сейчас профессионализм вырос. Из-за того, что сейчас очень много крутых ребят, я прям открыт для всех. Просто если бы было такое, как вот что повезло, в «Альманахе» у нас много разных историй, много разных актеров. И жалко, мы прям так все не пересекались, но на самом деле прям нет у меня сейчас каких-то любимых каких-то актеров, прям таких вот 100%, которые сейчас мог назвать. Просто потому что каждый актер подходит на какую-то роль, вот прям. Потому что говорят, блин, я не прошла кастинг, не прошел кастинг. Не из-за того, что ты плохой, а из-за того, что просто роль не твоя, да, вот как бы сама. Поэтому актерская школа крутая, и прям хочется со всеми поработать, прям максимально. Надо, короче, большой фильм сделать, где будет просто куча актеров. Хотелось бы поблагодарить наших партнеров. Это проект «Давай сходим» за оказание информационной поддержки нашего кино, MID Production за возможность фильма быть услышанным и Акимат города Алматы. Чего не хватает казахстанскому кинематографу? Мне кажется, проблема одна из главных. У нас нет людей, которые... Ну, то есть они есть, но очень мало кто может продвигать картины на международные рынки. То есть вот сейлс-агенты, это прям... Вот у нас прям нет, кажется, пару человек, я говорю, вот там 4-5 можно на пальцах посчитать профессионалов, который может грамотно продвигать картины на международные рынки. Я столкнулся это вот с паралимпийцем, и там сейчас я впервые сталкиваюсь там с продажами какими-то, и не с кем даже проконсультироваться толком, там, потому что всего там на пальцах посчитать картины, которые ушли там за рубеж куда-то. Потому что у нас качество-то хорошее сейчас уже выросло. Просто если теперь грамотно выстраивать вот эту, чтобы не только фестивальное продвижение, да, которое более-менее сейчас у нас научилось выстраиваться, а именно коммерческое. Потому что сейчас вот, чтобы вы понимали, столько стримингов, помимо тех, которые мы на слуху, есть еще огромное количество, почти в каждой стране свой стриминг. И можно туда заходить, просто надо знать как, знать людей. И вот это надо выстраивать систему, мне кажется. Тогда уже... Почему корейские выстрелили? Потому что их показывают. То есть надо просто смочь донести до международного зрителя, и тогда, может быть, ренессанс прям пойдет еще больше. В Корее там у них целое министерство креативной индустрии, да, они занимаются. Мы, если честно, я уже где-то это говорила, мне очень обидно за Самал Ислямову, что мы всей страной не смогли сделать из нее какую-то икону кино. Мэрил Стрип, она единственная, кто в СНГ получил пальмовую ветвь. Это такой крутой бренд, ее взяли, заперли в этом казахском театре в Астане. Я ничего Может, плохого о театре я не может, хочу это ее выбор? Понимаете, она актриса, она не менеджер, она глубокая актриса, она не пойдет по этим студиям, она не сядет писать письмо «возьмите меня, я такая». Это мы всей страной, я не знаю, всем министерствам нужно было заняться ею как проектом и продвигать ее в Америке, в Европе. Я думаю, что у нее вот бешеный потенциал, просто вот как бы, ну и сейчас он никуда не делся, Аман Симболсон, да. Вот да, то, что ты говоришь, агентов, у нас нету агентов, которые будут продвигать фильмы или же наших деятелей. Согласен, у нас я поддерживаю слова сказанные, у нас, по-моему, нету менеджмента правильного. Именно кино. Вот сейчас все равно в любом случае время, сейчас информационных технологий, сейчас вот этот маркетинг изо всех динамиков, все маркетинг, да, кофе, телефоны, одежда, вокруг все, но вот именно кино мы сейчас, грубо говоря, ковыляем своим ходом. Даже коммерческие фильмы выходят, каждый по своей, кто-то пытается через блогеров, кто-то через саундтреки, и все это методом тыка идет. У нас нету какого-то одного, например, направления, кто вот занимается маркетингом кино, к примеру, да, вот к которому ты обращаешься, они там раскручивают. У нас нету менеджмента, да, нету, вот, например, если бы, грубо говоря, у нас создавали бы бренды из актеров, были бы, например, у них менеджера у каждого, у режиссеров, у кино, у фильмов, начали бы создавать ажиотаж, вот как все равно у артистов, там, у музыкантов сейчас уже пошли лейблы, есть менеджеры. Вот у нас все равно кино, оно пока еще вот так вот ковыляет, еще не пришло. Нету какого-то вот такого выстроенного отдельной инфраструктуры, что ли, сформированной. У нас как-то все отдельные игроки, вот это до сих пор вот такое, все только-только устаканивается. И если, мне кажется, будет вот такое вот, что, например, актеров начнут как бы бренды повышать, да, личные бренды, у режиссеров, у продюсеров, у фильмов, у каждого будет вот такая подоплека информационная,
то и наше население, как показывает сейчас, вот там Taptu Mausina, Ярд 800, Дастур, Ярд 600 за 1 месяц собрали, значит, люди ходят и есть. И сейчас, как показывает тенденция, зарубежные фильмы так сейчас не собирают вообще даже рядом, как казахстанские. Значит, есть спрос, есть интерес, нету качественного маркетинга. Люди просто не знают, не слышат, не видят. Это только сарафанка где-то работает, где-то как-то доносится через там блогеров. Но опять же, это все вот так вот методом тыка приходит. И если вот бы у нас вот начали качать внутри страны, то и эти бы люди дальше уже как бренд, как какую-то готовую продукцию уже начали бы за границу страны выходить. Мы вот в 22 году с Акан Сатаевым разговаривали, он говорит, я видел, как продвигался фильм «Паразиты», что команда из продюсеров, актеров в Голливуде высадилась за полгода до «Оскара», и каждый месяц они проводили промо-акции, дни рождения актеров, гильдию сценаристов собирали. Все, очень много активностей перед фильмом делали, перед премьерой. А казахи же это могут. То Да. устраивать. Вы нас выпустите только. Вы нас высадите там, да? Да. У нас немножко какая проблема. Каждый варится в своем соку, да. То есть есть, допустим, там режиссеры, продюсеры, там возрастные, да, так скажем. Есть люди, которые с КВН вышли. Есть люди, которые, вот, допустим, сейчас здесь сидят. Наверное, настало время, когда нужна какая-то интеграция, синергия, чтобы мы друг другу не конкурентами выступали, а брали каждый сильные стороны и покоряли уже какие-то другие вершины, высоты. Потому что, наверное, настало время, когда вот говорили же, что раньше там, допустим, тяжело было хорошего оператора найти. Ну, прошло какое-то время, сейчас достаточно хороших, качественных кинооператоров в Казахстане есть. Не было, говорили, режиссеров. Появились режиссеры. Говорили, все время страдает, хромает сценарий. Потихоньку и эта позиция выправляется. То же самое с актерами. Соответственно, сейчас, наверное, настал момент, когда вот эти все ползунки, которые подтянулись, теперь должно быть какой-то новый скачок, новый уровень. Поэтому, наверное, прежде всего надо договориться внутри. То есть мы когда говорим, там, допустим, есть бизнес, есть государство, есть просто обычные зрители. Вот, чтобы все это работало на одной и на развитие, на процветание казахстанского кинематографа. Кажется, интересная беседа, ребят. Очень полезно. Спасибо, что пришли. Мы сделаем сейчас небольшую паузу, буквально 5 минут, а потом поговорим про альманах, поговорим, что у нас получилось, что у нас не получилось в наших новеллах. Вот. То есть ругань час начнется. Не переключайтесь. Ну все, я надеюсь. Мы все скажем в лицо.